Құрметті көрермендер, бүгін біз басқа Каспий деңгейінің 25 минут төмен ғылыми подкастымызды бастаймыз. У нас сегодня в гостях независимый ведущий эксперт по водообеспечению, защите и водобезопасности Фелик Боранов. И мы хотели бы сегодня поговорить о нашей основной боли, надежде и нашем счастье атырауском, это реке Урал, ее состоянии, ее прошлом, сегодняшнем и что нас ждет в недалеком будущем. И мой первый вопрос немного такой исторический. Сейчас сравнивают вот это наводнение с 1993 годом. Ну, приблизительно мы были в сознательном возрасте в то время и как бы можем судить большинство атыраусов о том, что происходило. Да? А какое воздействие на реку и ее последующее развитие оказало то наводнение? К сожалению, в 1993 году я отсутствовал в стране, я был в Мурманске с 1985 по 2005 год. Я работал в Полярном институте города Мурманска, ПИНРО. Поэтому сейчас конкретно что-то сказать, что было в 1993-м, но насколько я получал информацию, сидя в Мурманске, я знаю, что здесь были очень большие подтопления. В пригороде, да. Я вам больше могу рассказать ситуацию по нынешнему историческому паводку. Да. Я думаю, особое различие в том, что было в 1993 году и сейчас, то, что в город вода не заходила. То есть в городе воды по колено не было. Она всегда занимала свои пойменные места. Я думаю, что это. Ну и плюс техническая подготовка, компетентная подготовка этого паводка более мощная, чем было там. Хотя там в 1993 году были у нас опытные гидрологи, гидротехники, которые сейчас, к сожалению... А вот, ну, хотя бы так приблизительно, что вы можете сказать вот по тому паводку 93 года относительно пропускной способности реки, объема русла и так далее? Оно отличалось от того, что сейчас? Конечно, конечно. Почему? Потому что в те года, в 93-х годах, гидроузлов было намного меньше, чем сейчас. Сейчас несанкционированных гидроузлов очень много. Это и крестьянское хозяйство, и частное владение. И в то время еще как-то контроль какая-то была. Инфраструктура была другая. Сейчас, например, очень много неучтенных, несанкционированных гидроузлов. И плюс пропускная способность реки, каналов, рукавов. Оно, конечно, изменения есть за эти годы. В то время было лучше. Река прямо сразу разливалась. Люди почему-то считают, если река разливается, занимает свои пойменные места, это потоп. Нет. Это она просто раскидывает свои руки. Когда мы просыпаемся, мы раскидываем свои руки. Сейчас вот уровень реки, он достиг уже уровня 93-го года? Или мы, ну, где-то близко, да? Где-то близко, да, я боюсь ошибиться, чтобы не точно быть. Но меня больше интересует тот момент, даже сейчас есть опасный уровень воды, но мы с паводком неплохо справляемся. Единственное, конечно, власти не всегда принимают за хорошие рекомендации экспертов. То, что нужно было подготовить, там, одна из моих гипотез, подготовить сеть каскадных прудов, сообщающиеся во время разлива, их сливать сюда, собирать, потом очищать и готовить подземные резервуары. Ну, на это, видимо, очевидно, было нужно время, но в горизонтальном положении мы могли эти воды собрать, чем запускать их прямо в море или же разливать, топить. Здесь ведь поток-то идет у нас с двух сторон. Со стороны Ахтубе и со стороны Уральской. Здесь основной X – это Иреклинское водохранилище, который почти 2000 кубов сбрасывал. Ну и в Кульсарах-то, собственно, там авария на гидроузле и была, привела к этому. Ну, теперь вернемся к настоящему. Да, вот вчера, еще
еще буквально несколько дней назад я там вот ходил, где обширные такие пойменные места. Но вчера река уже все там, хоть и по щиколотку, но достала, захватила всю пойму. По крайней мере, вот здесь в городе я увидел, она захватила всю пойму. Там какой-то аквапарк под водой остался. То есть, смотрите, река начинает захватывать не только собственную пойму, а там уже вот выше по течению Махамбета, Индера, она захватывает и старые, прошлые, и свои русла. И новые. Да. То есть река отвоевывает свою территорию. Абсолютно верно. Что вот поскольку она, эта территория, она уже заросла растительностью, была частично застроена людьми, русло прямо вычищается вот от этой грязи, в том числе от антропогенного мусора, выносит его все. Какие-то там топляки пошли, ушли, все, русло прочистилось. Что это даст для жизни Урала? С точки зрения экологии, да, вообще присутствует такое понятие очистка самой русла реки. Есть физическая очистка, есть экологическая очистка, есть еще химическая очистка. Еще есть и биоремедиация, ремедиация, это химическая очистка. Теперь, то, что произошло сейчас, это идет как бы физическая очистка, метод первый физический. Это паводок сам себе помогает, очищает сам себя. То есть он вот эти антропогенные мусоры, которые над землей, все эти топляки, я видел ваши замечательные фотографии, кстати говоря, если человек талантлив, он талантлив во всем. Я видел ваши слайды, да, я ими пользовался, да. Очень чудесные вибрации, прям именно когда солнце садится, я немножко отвлекся. И да, теперь получается, паводок сейчас река сама себя очистила, все ее зоны. Вообще эти подтопляемые зоны юридически, географически, гидрологически являются единственным правообладателем вот этих вот подтопленных мест река Урал, бассейн реки Урал. Поэтому то, что уже застроили за эти года, это, конечно, человеческий фактор. Но река забирает, вы абсолютно со мной согласны, она забирает свои места. Человек, когда просыпается, он растягивает руки на кровати. Так же и река. Сейчас она полноводная, рыбопродуктивность хорошая. Остается только нам сделать химическую очистку, биоремедиацию, ремедиацию. Это и будет экологическая очистка состояния реки русла. А есть ли смысл делать искусственную биоремедиацию, потому что все-таки, смотрите, поскольку там биожизнь оживает, может быть, она сама себя восстановит? Абсолютно верно с вами, абсолютно согласен. Вода имеет свойство самоочищаться, самовосстанавливаться. Чтобы делать биоремедиацию или ремедиацию, или химическую очистку, сначала надо сделать, что? Правильно, мониторинг. То есть научно обоснованно. То есть это надо провести системное комплексное исследование, чтобы понять, как реке дальше помочь. В данной ситуации, которая сейчас происходит, реке вообще не нужно помогать. Она сейчас полная, полноводная, там даже, я больше скажу, абсолютно верно, да. Я считаю, я вообще радуюсь каждый день, когда подхожу к Уралу, Балчах, что она полная. Я весь прошлый год плакал, ходил, выставлял посты свои, все, река высыхает, высыхает. А сейчас от радости просто я не знаю, что вам сказать. Река сейчас просто проснулась и щебечет, понимаете? Это она как девица распустила косы. Это самый хороший момент. Чем мы можем помочь? Мы можем помочь гидрологически. В гидрологическом режиме мы ничем не можем помочь. Мы разве только можем сделать инвентаризацию гидроузлов, которые находятся, и сделать инвентаризацию тех узлов, которые нигде не фигурируют. Если мы сделаем инвентаризацию, кстати говоря, в Акимат области у меня есть это предложение, посмотрим, примут они или нет. После инвентаризации мы уже будем знать, где что можно отремонтировать или заменить полностью. Вот эта помощь, да, будет хорошей для реки. А остальная, вот эта химическая биоремедиация, это уже после исследований. Сейчас помогать ей сейчас не нужно, просто надо уметь управлять паводком.
Она сейчас как 20-летняя девица, и присматриваться надо к ее характеру, да, и не больше, да. Ну, отлично. А теперь вот скажите, если, ну, поскольку произошел вот этот такой разлив, накопление воды, безусловно, я вот сам своими глазами вижу, я видел паводок прошлого года, все говорили, ой-ой-ой, он какой большой, но он был просто смехотворный по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Возвращается жизнь, там очень много птиц появилось, Абсолютно. птиц, которых я и не видел, допустим, в прошлые годы, и это, да, ну не знаю, там может быть еще какое-то биоразнообразие под водой происходит, которого мы тоже не видим. Насколько вот биологически вот это все, оно может изменить флору, фауну, что называется, вот эти, ну, как бы, этого региона. Окей, вопрос я вас понял, очень хороший вопрос и очень интересный. Смотрите, вот есть атлас флоры и фауны, да, который было до паводка. Сейчас паводок прошел, и со стороны России, с водоемов, российских водоемов, здесь может измениться флора и фауна. То есть там речной угорь может появиться, что-то из видового состава рыб. Уже там да, показывают. уже есть, да, птицы, там, млекопитающие могут сюда мигрировать из-за воды. Это явление нормальное. Эндемики как-то, в общем, назовем их просто мигрантами. Но впоследствии надо посмотреть. Коль скоро видовой состав у нас пополнился обитателями с водоемов России, нет ли у них между собой конфликтной ситуации в пищевой цепочке? Возможно, и возьмем ниже. Генофонд популяции первичного трофического звена в пищевой цепочке бассейна. Там один генофонд был, здесь другой. Но надо изучить. Если нет врагов, какой-то вид будет развиваться больше. Я думаю, что будет адаптация, вот этих вот видовой адаптации будет. Не будет друг друга не поедать там. Каждый вид найдет себе пищевую цепочку. Я не думаю, что... Биоразнообразие усилится. Усилится, да. Вот если пришел бы другой эндемик, акклиматизированный или эндемик, который попал... Из Австралии. Да, из Австралии. Да, возможно. А теперь вот, ну, все-таки вот такой масштаб наводнения был последний раз в 93-м году, больше 20 лет назад. Сейчас вот, и как часто это может происходить? Это эффект интенсификации климатического воздействия, да, вот этих всех антропогенных факторов, о которых говорят, выбросов и прочее. Или это естественный процесс, и такие масштабные наводнения будут случаться просто раз в 20 лет? Вот мы с вами в этом плане, мы с вами, как говорится, в унисон думаем. То, что сейчас происходит, это частично антропогенного характера, частично. Иреклинское водохранилище, открывание, закрывание, много воды и так далее. Но с точки зрения климатической, с климатической точки зрения, такие паводки будут повторяться. Потому что чаще будет, да, будут повторять. Частота будет увеличена. Почему? Да потому что все очень просто. Вот, предположим, река Урал, бенефициарами являемся мы, вот это вот Каспийское море. Вот так вот идет Урал, выше поднимается, проходит через соседние территории России, и дальше она идет куда? Гух. Это горы Уральских хребтов. Этих Уральских хребтов протяженностью идет почти 2000 километров и 40 вершин. Кто не сплавлялся по этой реке, по Уралу, по восточный, западный Урал, там природа, там такие скалы, такие леса. До Магнитогорска там чистейшая природа, но уже после Магнитогорска антропогенное уже воздействие идет на бассейн реки Урал, там уже компот начинается химический. А после Магнитогорска, где начало берет, там, да, там природа девственная. И там, представьте, 40 вершин и сколько снеговых шапок. Льдов сколько. А если будет температура сейчас в Центральной Азии
уже не 2 градуса, а больше 2 градусов по Центральной Азии идет потепление. А если там вдруг представим модель, быстрое потепление будет, что будет? Оттайка, воды будет много, и она пойдет вниз, бенефициарами являемся мы, здесь может быть отрегулировать, но здесь самый гидроудар будет внизу, потому что мячик возьмем, баскетбольный мячик, залейте стакан воды, она потечет вниз. Законы физики никто не отменял, извиняюсь. На прошлой неделе я разговаривал с профессором Уфимского университета, и он говорит о том, что он замечает целенаправленно уже из года в год потепление зимы и ее большую снежность. Он говорит, в Уфе никогда не видел за последние годы, чтобы прямо сугробы перекрывали светофор, его не было видно за поворотом и так далее. Это вот, поскольку Урал фактически это по сути вода вся паводковая, да, весенняя, да. в основном, то есть смысл ожидать вот такие паводковые наводнения чаще. Абсолютно верно. Почему? Потому что атмосферная циркуляция уже изменилась вследствие климатического потепления. То есть сейчас осадки снега меньше, чем воды. То есть снега меньше, чем воды. Не снег падает, а падает вода. То есть циркуляция атмосферно изменилась. Но в моей гипотезе, если будет сильное потепление на Агухе, вообще река Урал, она доходит до Ледовитого океана, оттуда берет начало. Оттайка ледников. Да, это... И если вы... Нет, где-то же в Башкирии там Да, стоит да. родник, откуда капает, он начинает. Ну да, есть разные гипотезы, да. У меня немножко она может быть космическая, да. Но я думаю, если при температуре, плюсовой температуре климатической, общеклиматической будет положительная, атаки будет больше, воды будет больше, но мы как бенефициар должны быть готовы. Отсюда следует, нужны каскадные пруды готовить. Плюс Каспийское море никогда не питалось Уралом, она питалась Волгой. Значит, что? Со мной еще вот Дидар Хамзин есть хороший эксперт. Но заметьте, Волга не такая полноводная сейчас, как Урал. Абсолютно верно, потому что река Урал, она в переводе с греческого считается полноводной. То есть по определению сама река, по определению сама река Урал, она пополнялась всегда весной паводковыми водами. То есть река Урал характеризуется весной. То есть, образно говоря, весной женщина Урал, девушка Урал распускает косы. А зимний, осенний, летний период она собирает все в узелок. Примерно так я, образно могу рассказать, да. Вопрос у вас очень интересный, я так очень рад, что... Последний вопрос, да, о ближайшем будущем. Коль мы можем ожидать о том, что интенсивность весенних паводков на Урале будет более частой, чем в предыдущие годы, да? Предположительно, да. Это повлияет на развитие региона. Как можем мы жить как бы гармонично с природой, довольствуясь, питая надежды какие-то жизни с этой природой, как это можно построить, поскольку разливы будут чаще и интенсивнее, и, безусловно, некоторым гражданам это будет мешать. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, очень интересный. Он давно у меня здесь оседал. Если не изучать поведение паводка, в ближайшем будущем мы не будем знать, что делать. Давайте допустим такую модель. Температура меняется, осадки меняются, толщина осадков тоже меняется, соответственно, полноводность воды тоже меняется. То есть в паводковых ситуациях будет чаще. Что мы должны для этого, как подготовиться? Во-первых, мы должны изучить паводок, поведение паводка, все минусные кризисные моменты, все гидроузлы, посчитать, сколько у нас гидроузлов, где что находится, расходы воды, течение, скорость.
Так как ситуация изменилась, климатическая, не нужно уже привязку делать к тем цифрам, которые были многолетней давности. Да, Прежние годы. да, сейчас нужно уже новая веха пошла, да. Второе, чтобы жить с природой в согласии, необходимо принять первое. Вот мы сейчас готовим дополнение к Водному кодексу, я являюсь одним из авторов Водного кодекса, у нас много экспертов. Потом Можно? отдельно мы Да, поговорим. да. В отдельном формате Да, об этом. да, понял, я вас понял. Я забыл. Если, в общем, мы должны помочь паводку, мы должны его изучить, и мы должны подготовиться. И то, что воды будет много, и то, что будут вот такие кризисные моменты климатические, мы должны быть к этому готовы. Соответственно, если мы выработаем Ее же мероприятие- можно собирать, Абсолютно ее верно. уже можно Да, рационально использовать. абсолютно верно. Это вот как раз-таки есть и водосбережение. Вообще полноводность воды, паводок – это Божий дар. Нам нужно использовать. Потому что да. все равно эта вода, она по-серьезному Каспию не поможет. Не поможет, потому что... Это только от Волги можно. Абсолютно верно, да. Отсюда следует, значит, надо в низовьях поставить систему, шлюз, чтобы увеличивать вот ставить шлюз, вот Каспийское море, увеличивать уровень воды и держать, и регулировать, пропускать, держать, пропускать, держать. Вот у нас уже есть моменты, где 8, да, у нас Урал, да? Да, Везде 10, Махамбет 10. уже, да, нет, да. критические есть, Да. у нас критические уровни. Теперь, если мы поставим здесь шлюз внизу, мы можем регулировать. Вода идет много, мы здесь регулируем, открываем, закрываем, открываем, закрываем. Опять же, закрыв здесь, немножко пропуск оставить, но полноводность воды можем держать, регулировать. Значит, оттуда, это простой закон физики. Где поступает, где... Ну, И тогда будем да, и тогда мы будем... на катерах в Уральск кататься. Абсолютно, у меня вообще мечта здесь на катере и попасть до Ледовитого океана через сеть Каму, там, через сеть рек. Это все это возможно. Для этого надо... Тем более дороги разрушены. Для этого надо межгосударственное соглашение по трансграничным рекам. Я думаю, это отдельная передача будет. Серик Мырза, рахмет, коп рахмет. Спасибо вам большое за участие в этом нашем подкасте. Так что, надеюсь, мы еще встретимся, обсудим другие темы. Құрметті көрермендер, басқа апта біз кездесеміз. Вам спасибо, уважаемые зрители. Не проходите мимо, очень будет интересно. Ожидайте.